и ту глупость, которую человек озвучил, что теперь у меня руки развязаны, а кихер губган сешентен. Если что-то с ним случится, не обижайтесь. Если люди, кому он это сказал, недопоняли, то я услышал. И я сразу своим детям сказал, а у меня благо 5 сыновей, что если что-то со мной случится, ни украинца, ни русского, никого не вините. Есть только человек, который эту фразу произнес, и я ее озвучу. Аслан Георгиевич Бжаня. Поэтому, если что-то случится, мои дети, кроме вас, никого винить не будут. И возраст у них 5-10 лет позволит стать такими же, как их отец. Прийти и делать свое дело. Поэтому я не стесняюсь этих вещей. И рассказывать, что политически я закончусь, физически закончусь. Слушайте, если я за Родину пошел воевать и дважды пролил кровь, а многие говорят, что это не наша война, еще как наша. Придя на Донбасс, я увидел у казака орден Леона. Пройдя 2-3 улицы, я нашел улицу Гулия. Как не туда? Туда. А если бы не туда, тогда зачем вы признали это все? В глобальном мире есть только 2 государства. Америка и Россия. И мы должны принять были чью-то сторону. Мы ее приняли. А если это неправильная сторона, тогда я не понимаю, зачем вы пользуетесь теми моментами, что мы там. Что наши соотечественники, как министр иностранных дел, любит на каждом совещании говорить. Даже имели глупость предложить мне стать послом Абхазии в Донецке. Зачем? Я и так представитель 8 лет своей республики там. Мне статус там не нужен. Мне быть в вашей команде тоже не нужно. Многие люди пытаются будоражить общество, рассказывая, что власть ты привел, власть ты и убирай. Ребята, не я их создавал лидерами оппозиции. Я это еще раз повторю. Я это когда был в беседе с журналистами, неоднократно это подчеркивал. Моих братьев убили. И это было не просто уличное, это было более политическое. И когда ты вынужден идти против власти, значит ты должен вывести оппозицию на арену. Потому что иначе это не получается. Тогда возвращается та же власть, и просто это все было зря. Поэтому спустя годы, небольшие, но осознавая, что это было там, в конце 19-го, начало 20-го, сегодня мы в 22-м году, я еще раз повторю, если ситуацию отмотать назад и знать, каким этот человек станет и каким эта команда будет, я все равно бы позвал бы их. И сегодня наряду из тех ребят, которые там сидят в министерских креслах и в грудь бьют, говорят, а что он сделал? И мне многие приходят и говорят, вы представь, что они говорят там. Я говорю, да, представляю, потому что они не знали. И их мы использовали в темную. Они все узнали 7 января, что 9 они понадобятся. Вот и все. Никто ничего из них не знал. Поэтому я их не упрекаю. Они не знали. Их задача была только мышцы. Там мозгов мало у кого. И это доказано уже с их управлением. Их обиды, их вопросы. Да плевать я на них хотел. Больше 1 раза в жизни никто еще не умирал. Поэтому